Добрый день, в эфире Алато Лайф, в студии работает Жолдош Исаков. В минувшую субботу президент страны посетил ботанический сад имени Гореева и ознакомился с его состоянием и планами по реконструкции. Там, кстати, и прошел субботник с участием сотрудников администрации, управ делами президента и столичной мэрии. Главу государства проинформировали о планах по реконструкции и проинформировали о научной деятельности сотрудников ботанического сада. Садар Джапаров отметил, что ботсад должен оставаться в составе Национальной академии наук, а его научной составляющей должно уделяться больше внимания. На первоначальном этапе глава государства поручил провести реконструкцию верхней части филиала ботанического сада, который находится по улице Горького. Как теперь изменится дальнейшая судьба ботсада, нам расскажет Гуляим Донбаева, исполняющая обязанности директора НИИ «Ботанический сад» имени Гореева. Гуляим Чанабековна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами виделись 3 месяца назад здесь же в студии. Тогда будущее сада было туманным. Что изменилось после встречи с главой государства? В первую очередь я хотела поблагодарить от себя лично и от коллектива нашего института президента страны за то, что вот он посетил наш ботанический сад. И я надеюсь, что уже поставлена точка в его статусе. Ботанический сад остается как научное учреждение в составе Академии наук. Это очень важно для нас. Теперь мы можем дальше продолжить свою работу и, конечно же, работать во благо нашей страны. Ну и в первую очередь это, конечно же, уборка, восстановление, реконструкция ирригационной системы. И только после этого можно думать о полномасштабных посадках на нашей территории. Да. На официальном сайте президентки ИДЖИ есть фотографии, где вы вместе идете уже по территории ботанического сада, вы показываете ему всю вашу работу. О чем вы говорили с президентом и что он вам сказал? Что он спрашивал, например, у вас? Мы представили президенту не только вот план будущего, но и то, чем мы занимались на протяжении этих 85 лет. И какие результаты были получены, какой вклад вносит ботанический сад для зеленого строительства Кыргызстана, а также для развития плодоводства и садоводства. Это тоже очень важно. Ведь это наша основная задача – интродукция, адаптация, коллекция. И все, что мы делали, это было для страны. И именно вот эти результаты были представлены Садыру Нургоджоевичу. А когда мы уже шли по саду, естественно, там сейчас есть такое растение, которое заполонило наш сад, скажем так. И это сорняк? Да? Вредитель? Это декоративное растение, сведена кроваво-красная. Это растение, которое для бордюрного озеленения очень хорошее, и он выживает даже в самых неблагоприятных для него условиях. В экстремальных для себя условиях. Да. Даже. Это засухоустойчивое растение, и для бордюрного озеленения населенных пунктов оно показало себя как очень хорошее растение. Но и в то же время это растение очень живучее. И в связи с тем, что последние 30 лет для ботанического сада не было предоставлено достаточно штатных единиц по уходу за территорией, именно за проведением агротехнических работ, это растение на открытой местности себя повело как сорное растение. И оно очень быстро занял наш ареал сада как семенами, так и корневой системой, и также там, где эта веточка достигает земли, там же она пускает корни. И вот это растение очень быстро превратился в сорняк на территории ботанического сада. И вот мы шли, разговаривали об этом, что почему сад в таком запустении, что нужно для этого делать, какие у нас планы. А перспективный план, который был представлен 18 марта, этот план был разработан благодаря участие экспертов-ботаников, специалистов, которые много лет работают в ботанических садах из Миссурийского ботанического сада Соединенных Штатов Америки, из Тверского ботанического сада России и из ботанического сада Кью из Англии. А также им очень активно, конечно же, в первую очередь помогали наши научные сотрудники, ведь кто, как не они, лучше знают нашу территорию. И этот план, эскиз плана был разработан в 2017 году, утвержден в 2018 году на градостроительном совете в мэрии. И этот план был 18-го представлен нашим президентом. Что он сказал, какие-то замечания, на что он сделал акцент, когда говорил с вами? О том, он что... спрашивал о ваших проблемах.
Да, конечно же. В первую очередь, чего нам не хватает, что нужно сделать для того, чтобы сад был такой вот, как его представляют многие горожане, как за рубежом, например, и какую помощь нужно оказать для того, чтобы ботанический сад был презентабельный и очень удобен для посещения горожанами и туристами, которые приезжают в наш Кыргызстан. Конечно же, акцент был сделан на то, что все-таки финансирование было низкое, и нужно сохранить его научность и использовать, применять научные результаты, полученные в Ботсаду, для экономики Кыргызстана. Глава государства поручил провести реконструкцию верхней части вот по улице Горького, да, там написано 5 гектаров. Когда она начнется и когда мы увидим результаты, из чего она начнется? Реконструкция. Территория ботанического сада по улице Горького была создана в 1938 году. Это наш первый участок. 5 гектаров – это территория лаборатории цветочных и декоративных растений, там, где расположена наша оранжерея тропических и субтропических растений. Это южная зона от улицы Горького, а север – это дендрарий-заповедник. И, ну вот как пример, это как кредит доверия для нас, он предложил восстановить сначала вот именно, начать с малого. То есть восстановить этот участок, эту лабораторию, сделать такой, какой она должна быть, показать, какой она должна быть, а потом уже продолжить дальше. Возможно, здесь будут привлечены еще и спонсорская помощь, грантовая помощь. Но для начала президент сказал, что это будет его личная помощь. С чего начнете? Вот, я понимаю, что там уйма работы, за столько лет скопилось уйма нерешенных проблем. С чего начнете? На что хотите обратить вот первое внимание? Топографическая съемка этой территории уже есть, с этого и нужно начинать. И второе, это, конечно же, тоже план реконструкции этой территории. А план у нас, рабочий эскиз есть, и его нужно только вот довести до ума и утвердить в соответствующих структурах муниципалитета и начать работу. А предположительно, сроки поставлены для нас для 2 месяца. В течение 2 месяцев мы должны эти 5 гектаров привести в соответствующий вид. Вот, всего 2 месяца – это не малый срок? Смотря как будем работать. И мы, и вот финансовая поддержка, все зависит от этого. А так мы готовы работать. Вы заждались за столько лет? Очень заждались, потому что это для нас, вот это то, что мы хотели, то, что мы просили, выделить сначала финансирование, сделать показателем, а потом требовать. Сделали мы, добились мы чего-то или не добились. Вот я помню, я вот когда был студентом, ходил в ботанический сад, он был вообще другого вида. Этот вид возможно вернуть в тот самый вид, который, как вы говорите, горожане рисуют у себя в голове, которые даже до сих пор не посещали его. Я думаю, что ботанический сад после реконструкции будет даже намного лучше, чем раньше. Конечно, по улице Горького это небольшой участок, и эта территория связана с цветочными растениями. Там, я думаю, там будет легче восстановить. А вот площадь по улице Ахунбаева, там, конечно же, требуются и масштабные силы, масштабные деньги. А там какая площадь, напомните нам, пожалуйста? По Ахунбаева 150 гектаров всего. Огромная территория. Да. Ну и, конечно же, я читала в комментариях, что предлагали на территории вот Ахунбаева, где сделали посадки, туи колоновидной, туи золотистой. В комментариях говорили, что писали, что не нужно было сажать хвойные растения, а наоборот, нужно сажать лиственные. Но я бы хотела отметить, что мы намеренно посадили там туи, потому что мы хотели воссоздать его историческую... Исторический вид? Да, исторический вид. Изначально по этой аллее по обе стороны росли туи. И вот мы начали с того, что там мы посадили туи колоновидные и туи золотистые. Еще хотелось бы поговорить об одной главной теме, которая, во-первых, волнует научную среду. Ботанический сад остается в составе Национальной академии наук. Да. Ее никуда не будут переводить. И
Президент сказал, что будет уделяться больше внимания научной деятельности ваших сотрудников. Это все, вопрос окончательно решен, вы остаетесь в составе НАН-КР? Я надеюсь, что да, потому что до этого было очень много разговоров, и этот вопрос всегда тяготил нас и беспокоил, какая будет судьба ботанического сада. Но вот после посещения президента страны, я надеюсь, что точка поставлена, и мы будем в составе Академии наук. Это очень важно, потому что хотелось бы еще раз повторить, что это научное учреждение, это единственное в Кыргызстане, которое ведет работу по интродукции и адаптации растений. А это для Кыргызстана, для его экологической пищевой безопасности, это очень важно. Что было бы, если бы ботанический сад вывели из состава Академии наук? Какие последствия это имело бы? Ну, я думаю, он бы просто повторил судьбу других парков. Просто он бы превратился в парк и с различными центрами развлечений. Кстати, об этом тоже президент страны сказал, что здесь не должно быть никаких развлекательных, увеселительных учреждений. Вот когда мы шли по саду, он об этом тоже четко обозначил, что сад должен быть открыт для посетителей, что здесь люди, приходящие, должны просто отдыхать в тиши. Студенты готовятся читать, люди, мамочки с детьми гулять. Ну, конечно, это и сейчас мы открыты для горожан, но вот в обновленном виде, я думаю, что он будет еще лучше. Да. Пожалуйста, расскажите, вот президент тоже, вы говорите, президент страны отметил, что это должно быть научное учреждение. Вы имеете в виду, что вот повторить судьбу тех парков, где есть развлекательная часть, еще территории, отданные под строительство жилых домов? Да. К сожалению, некоторые участки существующих наших парков, они отданы под строительство. И нам и не хотелось, чтобы зеленые города Бишкека тоже, часть какая-то была бы отдана под строительство многоэтажных домов. По реконструкции, вообще по реконструкции, по плану реконструкции ботанического сада, там во входной группе есть несколько объектов, которые будут выполнять функцию для проведения различных образовательных культурно-массовых мероприятий. Это амфитеатр, это интерактивный музей, это выставочный павильон, это зимний сад. И, конечно же, входная группа, где предусмотрено по плану несколько конференц-залов, библиотека, выставочные залы, магазины для продажи вот именно наш материал посадочный и локеры, проходная, где будут посетители проходить специальную этапы прохождения на территории ботанического сада. И вот говоря о научной деятельности ботанического сада, скажем так, сторонники изменения статуса ботсада, который, надеюсь, уже не изменится, говорили о том, что работа ботаническим садом проводится недостаточно, то какие-то аргументы приводили. Что вы можете сказать им, ответить, привести свои какие аргументы сможете вашим оппонентам? Научная составляющая нашего сада проводится и сегодня так же, как и раньше. А вот внешний эстетический вид, это зависит от финансирования. Это все-таки агротехнические работы. А сюда нужно вкладываться. Чтобы он имел презентабельный вид, сюда нужны и люди, и полноценное финансирование. Так же, как и в других ботанических странах, в ботанических садах других стран. Например, приводили примеры там сад в Дубае или еще экономически развитых стран да. приводят примеры. Но мне бы хотелось отметить, что Дубай — это парк коммерческий, это не научное учреждение. То есть это совсем территории, которые выполняют совершенно разные функции. Да. У нас научное учреждение, и оно должно быть вот именно в таком плане для сохранения глобального биоразнообразия
растений мира. Мне бы хотелось отметить, что все-таки мы являемся членами 5 международных организаций по сохранению растений в мире. И недавно мы стали членами Международной ассоциации ботанических садов Центральной Азии. Это тоже очень важно. То есть в области сохранения биоразнообразия растений наш ботанический сад выполняет очень большую функцию. И эта работа, этот институт должен иметь не только поддержку научной общественности, но и первых лиц государства. Это очень важно для будущего нашей страны. А вообще говорили о средствах, которые будут выделены, сколько потребуется для проведения, для начала участка по улице Горького? Общая сумма будет зависеть от проектно-сметной документации. Сейчас просто так назвать эту сумму невозможно, потому что каждый вид работы, он имеет свою стоимость. То есть должны быть предварительные расчеты специалистов. В данном случае архитекторов, проектировщиков, дизайнеров. А кто займется проектно-сметной документацией и когда она будет готова? Можете подробно нам сказать? Предварительно на 22 марта меня пригласили. Я должна буду представить все имеющиеся у меня документы и потом уже обсудить, кто и что. Заказчиками выступают, до сих пор выступали мы, всех видов работ, которые выполнялись у нас по проектам, по строительству, по реконструкции. Я думаю, что и дальше также будет. Финансирование будет, Садыр Нургожевич сказал, что пока из его фонда будет, а если будет недостаточно, значит будут еще дополнительные финансирования. Деньги будут выделены на это. И расскажите, в завершении хотелось напомнить нашим телезрителям, что у ботанического сада сохраняется несколько статусов, он находится и под защитой нескольких законов. Что с ними? Изменений нет вообще в статусах и в работе законов этих? Ботанический сад защищен законом об особо охраняемых природных территориях, в первую очередь, Земельным кодексом и законом о НАН-КР, где сказано, что эти территории, в данном случае ботанический сад, не должен быть передан, не может быть передан, расформирован, изменен статус и так далее. То есть на данный момент по результатам встречи 18 марта статус ботанического сада остается как научно-исследовательское учреждение при Национальной академии наук. И изменения в законе не предусмотрены. Таких изменений не будет. А вообще, когда примерно, вы сказали, вам дается 2 месяца, я так понял, 2 месяца, как вы утвердите эти документы, да? А когда будут эти документы готовы, в частности, проектно-сметная документация, и когда вы сможете начать уже реконструкцию саму, да? Сама процедура проведения тендера, она долгая, и именно эта процедура задерживает многие виды работ, которые можно было бы быстро закончить. Но это закон, мы его должны соблюдать. И сама реконструкция, я думаю, что проведение этих подготовительных работ, тендерная работа и составление проектно-сметной документации, наверное, займет где-то месяц. А работа на 5 гектарах, если будет финансирование, можно сделать в течение месяца-полтора. И того, как на встрече было сказано, это к началу лета или к середине лета обновленная территория лаборатории цветочно-декоративных растений встретит своих гостей. И я думаю, что это будет очень большой подарок президента для нашего института, потому что в этом году нам исполняется 85 лет. Да. Поздравляю вас, кстати, с этой датой. И вообще, это было бы здорово, если бы к середине лета, когда у нас особенно в Бишкеке поднимется такая температура, очень жарко будет возможность сходить в ботанический сад, насладиться прохладой и вообще окружающей средой. Спасибо вам за ваши ответы. Надеюсь, как горожанин, я тоже поддерживаю эту идею, что статус ботанического сада должен быть сохранен без изменений. И, наконец, как вы сказали, даст Бог, к середине лета мы уже увидим обновленный сад на первой ее части, исторической, да? Спасибо вам за ответы. Спасибо. 18 марта президент Кыргызстана посетил ботанический сад имени Гореева и ознакомился с его состоянием. Там же прошел субботник сотрудников
администрации, управ делами президента и мэрии столицы. Главе государства рассказали о планах по реконструкции и о научной деятельности сотрудников ботанического сада. Садар Джапаров высказал свое мнение относительно статуса сада. Он должен остаться в составе Национальной академии наук. Теперь руководство и сотрудники сада ждут начала реконструкции. Сперва в верхней части филиала. Об этом вы только что слышали. Более подробно рассказала наша собеседница Гуляем Донбаева, исполняющая обязанности директора НИИ «Ботанический сад» имени Гореева. Спасибо, что были с нами. До свидания. С 8 марта в Кыргызстане выросли штрафы за нарушение правил